Здравствуйте, это программа «Итоги недели» на телеканале БСТ. С вами Азат Самирханов. В этом выпуске расскажем о главных событиях уходящих 7 дней. Смотрите сегодня в нашем эфире. Чутье не подвело. Мы хотим узнать, в чем дело, почему пахнет, почему у меня болит голова. Сибай накрыл ядовитый смог. Как горняки устраняли запах диоксида серы. Задача заключается сегодня в том, чтобы закрыть движение воздуха через горную массу. И кто еще виноват в экологическом бедствии, расскажет Лилия Курбанова. И люди сыты, и горы целы. В вопросе разработки Шихан поставлена точка. Таратау и Юрактау защитят под крылом ЮНЕСКО. Палеорифы Таратау и Юрактау являются уникальны в мировом масштабе. А Куштау дадут содить частично, выяснила Анастасия Ильчебаева. Река обмелела. Будем пробовать судиться, будем пробовать вернуть деньги, но как еще? Страховых взносов Жемчужной реки не хватит на возврат денег туристам. Из Китая сотни людей добирались целую неделю. С драками, с хаями, ну ладно, зарегистрировались. Руслан Батыргареев следит за развитием событий. Урал-Батыр на арабском. Год театра в республике открылся большой премьерой. Динара Таймасханова узнала, чего ждать театралам в новом сезоне. «Красный дракон» и мелодия Курая. Всем желаю, чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы все чаще и чаще приезжали в Башкирию спортсмены. В Уфе стартовали российско-китайские зимние игры. Смотрите репортаж спортивных журналистов БСТ. Начинаем выпуск с печальных событий. 5 человек погибли в автоаварии, произошедшей накануне в Дюртюлинском районе. Среди них 2 грудных малыша. В причинах сейчас разбирается следствие. Одна из версий – нарушение правил дорожного движения. Беспечность взрослых по отношению к детям поражает. Сегодня ночью в селе Кандры сгорел частный дом. В нем погибли еще 3 детей. Трагедия страшная, особенно если учесть, что мамы несчастных оставили их без присмотра. С места событий Эмиль Басареев. На этих кадрах отчетливо видно, как пылает крыша частного дома. Пожар произошел в Кандрах сегодня ночью. Зрелище пугающее, но когда пожарные потушили пламя, открылись еще более страшные последствия. В огне погибли 3 ребенка. Пожарные оперативно выехали к месту пожара. В ходе разбора места пожара 4:30 были обнаружены тела 3 детишек. Причиной этого пожара стало оставление малолетних детей без присмотра. Пожар, предположительно, произошел в зале этого дома. Жертвами огня стали 4-летняя Нинель и ее 2-летний брат Оскар. Еще одна 4-летняя девочка Амина была здесь в гостях. В момент возгорания взрослых рядом не было. Мамы оставили детей одних. Сейчас есть 2 версии причин пожара. Это замыкание электропроводки и детская шалость. Как нам стало известно, в доме не было датчика задымления. Также выясняется, была ли заперта в момент пожара входная дверь. Спасаясь от пожара, малыши забились в самую дальнюю комнату. Здесь стояла АГВ. Последние минуты жизни детей были наполнены страхом. Именно в этом кресле пожарные обнаружили тела братишки и сестренки, обнявшимися. 3-й ребенок лежал рядом. О хозяйке сгоревшего дома Елене односельчане отзываются по-разному. Несколько лет назад она вернулась жить в дом родителей. Отец детей здесь с ними не проживал. По словам соседей, женщина любила своих сына и дочку, но сильнее страсть, с их слов, была к алкоголю. 2 раза видела. Красивые дети были, красивые на самом деле. Они заперлись с подругой. Бухать ушли, видать, не знаю. А дом закрыли, не закрыли? Закрыли, говорят. В последнее время молодая мама была не в ладах с законом. Ее образ жизни вызывал вопросы со стороны надзорных органов. Дети посещали детский сад нерегулярно. Был составлен в этом году протокол в июле за комиссией по делам несовершеннолетних администрации муниципального района Туймазинский район. Также она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних ГРУВД Туймазинского района. По данному факту Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Горе матери светит реальный срок. Туймазинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса, то есть причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам.
Пока следствие разбирается в причинах трагедии, власти пытаются не допустить их в будущем. По поручению Радия Хабирова Республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям собралась на внеочередное совещание в Кандрах. Трагедия вызвала шок. Тем временем на заборе возле сгоревшего дома уже начали появляться цветы и детские игрушки в память о 3 маленьких жизнях, которые оборвались из-за беспечности взрослых. Эмиль Басареев, Булат Закирьян, Ахат Муратов. Итоги недели. Продолжаем. Всю неделю из Сибая поступали тревожные новости. Смог накрыл большую часть города. Причина – окисление руды на старом карьере. В результате этих процессов в атмосферный воздух попал диоксид серы. Местные жители подняли волну возмущений. Власти пригласили всех желающих осмотреть карьер и убедиться, как идут работы по устранению этой проблемы. И сейчас, со слов оперативных служб и на основе результатов экспертиз, можно сказать, что концентрация вредных веществ в атмосфере не превышает предельных показателей. Репортаж Лилии Курбановой. Не знаю, как вам. Мне вообще трудно дышать. Задыхаясь от едкого запаха, автор все же записывает видео. Подобные ролики заполонили на этой неделе интернет. На кадрах плотный туман. Люди озвучивают жалобы. Одышка, слезы и головная боль. Ну, за детей страшно. Все-таки это же, мне кажется, не так пройдет. За детей страшно, боюсь. На запах серы местные жители начали жаловаться еще в середине ноября. Ситуацию усугубило отсутствие ветра. Ветра нет, штиль полный, и она даже не действует, не шевелится. Люди в панике. Огромная толпа собралась у администрации города. Как люди называют его, запах пережаренных семечек, осадок, привкус железа во рту. Очень много людей страдает сейчас одышкой. У многих появился кашель удушающий. У меня мама болеет сама астмой, у нее страшные головные боли и без лекарств на данный момент не может. Хотим узнать, в чем дело, почему пахнет, почему у меня болит голова, почему весь спортзал не может заниматься, задыхаются. Мы хотим получить ответы. Медицинская маска на время стала обязательным атрибутом жителя Сибая. Некоторые аптеки города даже не были готовы к такому спросу на этот товар. Маски резко закончились, возросла потребность. Уголь покупали, энтеросгели, в общем, сорбенты. Одна из возможных причин загазованности воздуха в Сибае – это неэксплуатируемый карьер. По словам экспертов, на глубине около 450 метров произошли окислительные процессы руды. И, как следствие, образовалось облако сероводорода, которое накрыло город. Этот участок принадлежит сибайскому филиалу Учелинского горно-обогатительного комбината. Вот только карьер не эксплуатируется. Последний раз он разрабатывался более 10 лет назад. Смесь из глины и воды на проблемный карьер завозят грузовиками. Работники Учелинского ГОКа устраняют последствия окисления руды в круглосуточном режиме. Что мешало сделать это раньше, непонятно. Для доставки этой смеси на дно карьера, откуда, где происходят окислительные процессы, используется вода, которая, транспортирует всю эту массу. Задача эта заключается сегодня в том, чтобы закрыть движение воздуха через горную массу. На неделе для всех желающих была организована поездка на карьер. Руководство предприятия предложило жителям города посмотреть, как идет ликвидация дыма. Все, наверное, видели вот этот кадр, облетевший интернет, когда весь карьер полностью задымленный и в принципе, вообще ничего не видно. Сейчас мы увидели, что, в принципе, такого нету, даже дно, в принципе, можно разглядеть. По поводу какого-то запаха с подветренной стороны, согласен, присутствует. Специалисты не скрывают, превышение дигидросульфида в Сибае было зафиксировано, но добавляют только единожды, 11 декабря. Лаборатории в тот день работали на улицах Матросова и Элеваторная. Содержание в воздухе выше нормы в 1,3 раза. По словам специалистов, это длилось всего час. При повторном анализе такой концентрации уже не было. На сегодняшний момент превышение вредных металлов, вредных веществ в атмосфере не обнаружено. В Сибай на неделе съехались спасатели, медики, экологи и депутаты. Эксперты рассматривают все возможные причины загрязнения воздуха. То, что здесь сложилось, это совокупность нескольких источников загрязняющих веществ, в том числе как Сибайский карьер, так и торфяники. И кроме этого, мы побывали, идет задымление свалки деревьев Старый Сибай. Это тоже могло повлиять. Еще завод буровых реагентов.
который тоже недавно возобновил свою работу. Возможно, оно тоже могло служить именно источником. Администрация города обещает, для того, чтобы не допустить подобной ситуации, будет проводиться регулярный мониторинг состояния атмосферного воздуха. В данном случае, конечно, кратковременно оказывало влияние. Это значит, опасности в данном случае мы считаем, что нету. Тем не менее, в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. В Центральной районной больнице подготовлены 25 коек на случай массового обращения. Люди говорят, что запах серы уже не чувствуют и начинают открывать окна. Правда, пока еще с опаской. Сегодня можно было немножко открывать. Воздух уже почище, наверное. Лилия Курбанова, Булат Садреев, Наиль Гайнуллин, Азат Узбеков, Константин Романов. Итоги недели. В Башкортостане новый ИО министра здравоохранения. Им стал Максим Забелин. Выпускник военно-медицинской академии. В последнее время работал заместителем генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Тем временем больничные листы и лекарственные рецепты смогут выписывать фельдшеры. Решение было принято на часе здравоохранения. При этом Ради Хабиров предостерег, назначать антибиотики и сложные наркотические препараты для онкобольных по-прежнему могут лишь врачи узкой практики. Что касается больничных листов, то фельдшеры теперь вправе предоставлять их пациентам на срок до 10 рабочих дней. Однако закрывать лист нетрудоспособности жителям сел и деревень все же придется в центральных районных больницах. Вот у него температура 39, но нет у него сил на эти анализы. Вот он и хочет, вот пришел в соседний, там, на околицу села, где ФАП стоит у него, вот он получил и лег спать и отлежался. Итак, мы пришли к выводу, еще раз повторяю, что наши фельдшера при наличии приказа главных врачей, так? Да, правильно понимаю? Имеют право и выписывать рецепты, и давать листки нетрудоспособности. А в ходе рабочей поездки в Ишимбай, кстати, малую родину Радия Хабирова, он пообещал местным медикам и роженицам построить новый роддом. Побывал временно исполняющий обязанности главы республики в своей школе, ныне филиале УГАТУ, на машиностроительном заводе, где начинал трудовой путь. В рамках этой же поездки посетил город Кумертау. Слово Максиму Окуневу. Вот такая же бодрая прямо. Бодрая это да. Оптимист, бодрый, это мое. Когда-то Ради Хабиров бегал по коридорам 11-й школы во время перемены. Сегодня здесь он встречается со своими учителями спустя 30 с лишним лет. Разговоры за чашкой чая о былых шалостях, оценках, здоровье и о том, как сложилась судьба одноклассников. И теперь, как руководителю республики, педагоги пожаловались. В здании некогда 11-й школы, ныне филиала УГАТУ, очень тесно. Кабинетов для занятий не хватает. От этого лекции растягиваются до глубокого вечера. Ради Хабиров обещал поднять эту тему на запланированной встрече с ректором вуза. Я обязательно с ним переговорим, вот с Маратом Савельевичем, посмотрим. Все-таки, вы же ютитесь больно. Я люблю это здание, конечно. Да, но... И оно нам нравится, это лабораторный корпус. Вот пусть лабораторным, да. Где-то, сейчас же есть где освободить. Ну вот вы спокойно работаете, ладно. А в этих цехах Ради Хабиров начинал свою карьеру учеником фрезеровщика и даже опубликовал личную карточку в своих аккаунтах в соцсетях. Документ сейчас хранится в музее бывшего Ишимбайского завода транспортного машиностроения, цеха которого занимает теперь компания «Витязь». Я прям вспоминаю, как это было. Было очень рано приходишь на работу, потому что предприятие в 7:20 начинало работать. Но это хорошее. Вот здесь все настоящее, тут люди настоящие, тут металл настоящий. Поэтому Ради Хабиров и поблагодарил заводчан за то, что держат предприятие на плаву, выпуская уникальные гусеничные вездеходы. Чаще их производят по гособоронзаказу, но происходит так называемая диверсификация из оборонки в гражданку. Для модернизации и поисков новых рынков сбыта нужна господдержка, о чем Ради Хабиров обещал поговорить с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. А вот на предприятии Инмана оборудование для изготовления манипуляторов уже обновили, установив станки с ЧПУ и лазерной резки. Режут детали по раскроям, вот получается. И уже из этих деталей комплектующих собирается сам манипулятор. До этого лазера погрешность была больше, сейчас этим лазером уже как бы точность уже идеальная.
В микрорайоне Кузьминовка к следующей осени наладят водоснабжение. Также после жалоб жителей Юрматы-2 и деревни Армет-Рахимова в этих населенных пунктах проведут газ. Сейчас люди топят дома с помощью электричества, которое обходится слишком дорого. В селе Петровском отремонтируют амбулаторию. Сейчас там не хватает коек для стационарных пациентов. Я сюда к вам отправлю министра. Министр приедет и на месте пусть разберется. Мне вот эта история не нравится. Мне не нравится, что люди 2-3 недели ждут. Но лекарства точно есть, да, вы говорите? Вот это мне иногда... Первые необходимые есть. В Кумертау Ради Хабиров погрузился в виртуальную реальность. Руководитель Башкортостана ознакомился с работой детского технопарка. Он был создан на базе Центра детского творчества, что выиграл грант правительства региона в 9 миллионов рублей. Дети занимаются робототехникой, учатся писать компьютерные программы. Так получилось, что мне стало интересно, и я решил прийти сюда. Просто посмотреть. Тут все по-современному. Да, здесь современно, здесь именно вот в данном кабинете у нас свободная атмосфера, уютно. То есть идеи сами приходят в голову, можно сказать. Обзавелся Кумертау собственной ледовой ареной. На ней можно проводить соревнования всероссийского уровня. Руководитель региона пожелал новым воспитанникам больших побед и призвал как можно скорее взрастить тренерский состав. В качестве подарка горожанам Ради Хабиров пообещал, что вскоре в Кумертау проведут реконструкцию стадиона за 260 миллионов рублей. Спортобъект построен еще в советские годы, но в 2011-м признан аварийным. Деньги на реконструкцию будут выделены в случае, если муниципалитет пойдет на софинансирование в размере 10%, то есть 26 миллионов. Самое быстрее провести все необходимые процедуры. В моем понимании, если бы я был главой города и мне такое сделали, я бы уже сейчас бегал вокруг и с тем, чтобы уже летом войти сюда в землю и начинать необходимые работы. Наверное, за сезон вы не успеете сделать, все-таки объем большой, но чтобы, по крайней мере, к весне следующего 2020 года вы стадион открыли. Власти города уже заявили, что приняли этот сигнал как руководство к действию. В случае, если финансирование скоро будет определено, то стадион на 4500 мест откроют весной 2020 года, а чуть позже завершат и программу массового ремонта подъездов в многоквартирных домах. Она рассчитана на 6 лет и охватит порядка 26 тысяч парадных входов в республике. Максим Окунев, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. Ишимбайский район, город Кумертау. На этой неделе Ради Хабиров подписал и указ о создании геопарка Таратау в целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона. Правительству поручено создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов особо охраняемую природную территорию с включением в ее состав горы Таратау и Юрактау. Также в соответствии с указом будет разработан план мероприятий по включению геопарка Таратау в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Все подробности далее. Этот крик не обращение к священной горе, а призыв к ее спасению. На одном из флешмобов в поддержку памятника природы. Тогда 2000 человек сомкнули кольцо жизни башкирский триколор, пока другие пытались сжать Таратау в тиски. Эта гора, эта территория, она священна для нашего народа и тех народов, которые заселяют Республику Башкортостан. По истории известно, что около этой горы всегда проводились большие еины, или это собрания родов башкирских, на которых принимались очень серьезные решения. А теперь серьезные решения приняли уже в отношении самого Таратау. После передачи садовикам Куштау защитники заговорили, что спустя время компания может вновь взяться за священную гору. Но Ради Хабиров, что называется, опередил события, подписав указ о создании на базе двух шиханов Юрактау и Таратау особо охраняемого геологического парка, обязав власти и ученых добиться его включения в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Вот с точки зрения сегодняшнего законодательства, в первую очередь, это единственный выход создать такую правовую мощную базу. Причем вопрос решается не просто на уровне регионального законодательства или федерального, а уже закрывает под международное право. Я думаю, в этом вопросе будет поставлена точка. Чтобы претендовать уже на эти горы как некую сырьевую базу, да, придется уже выходить на международный уровень. И поэтому, конечно, это очень правильное решение, что мы уже эту историю, надеюсь, законсервировали, да, и дали однозначную оценку, что мы сохраняем и Юрактау, и Таратау в том виде, в котором они есть. И действительно, эта территория будет развиваться по всем законам рекреационных зон.
Это уже второй геопарк в регионе, претендующий на столь высокий охранный статус. Но это работа не одного года. Потребуется создание дорожной карты, проектирование, подготовка досье на номинирование во Всемирную сеть геопарков. И опыт у республики в этой работе уже есть в Сенгантау. Заявку на включение разреза пермского периода в Салаватском районе, кстати, уже одобрили в штаб-квартире ЮНЕСКО. Геопарк от заповедника отличается тем, что вот именно в геопарках не только сохраняются те места, потому что там рядом очень много деревень, люди живут, люди держат скот и так далее, да. Вот этот жизненный уклад вроде бы сохраняется в геопарке, но то же самое сохраняется полностью тот природный ландшафт, который был до этого. Почему именно геопарк, не природный парк? Если рассматривать законодательство, то природный парк, он может быть ограничен доступ населения, туристов и так далее. А геопарк – это наоборот, с точки зрения привлечения и туристического потенциала, рост туристического потенциала Республики Башкортостан тоже очень важно, так как геопарки, они посещаются туристами, специалистами. А Таратау, несомненно, станет интересен и тем, и другим. 230 миллионов лет назад шиханы представляли собой огромный живой организм – коралловый риф. А сегодня это памятник, сохранивший окаменевшую историю, часть культурного кода. О священных горах сложены десятки легенд. Сегодня это место паломничества. Доказано, что палеорифы Таратау и Юрактау являются уникальны в мировом масштабе. И это подтверждают очень авторитетные международные эксперты и геологи. Поэтому я считаю, что вполне они достойны войти в мировое наследие. Это, я думаю, своевременный, правильный указ, который позволит продвинуть по всем направлениям подобного рода создания геопарков в республике. Ну и как пример будем другим республикам тоже являться этим примером того, что мы это создали не просто как общественная организация, а это на государственной бюджетной основе. Ранее Ради Хабиров также посчитал несправедливым объем компенсационных выплат, который садовиками предоставлялся близлежащим территориям. Поэтому они будут увеличены в разы. А передача Куштау сохранит градообразующее предприятие Стерлитамака, где местные жители работают семьями. Дети у меня там работают, сын, зять. Для города это хорошее подспорье. Сеть национальных геопарков ЮНЕСКО как связующая нить. Вход в организацию – это мировая поддержка, в рамках которой идет развитие и продвижение геотуризма. То, чего порой не хватает богатому на природные красоты Башкортостану. Гора, ставшая символом единения республики, соединит ее и со всем миром. Анастасия Ильчебаева, Максим Окунев, Азат Самирханов, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели. Теперь к другим темам. Вернулись домой из Поднебесной. Сотни туристов из Башкортостана на этой неделе не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Рейс в Уфу отложили из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиакомпанией «Ир Аэро». 374 человека на протяжении нескольких дней оставались в подвешенном состоянии. И только в четверг утром самолет приземлился в Уфимском аэропорту. Хронология событий у Руслана Батыргареева. Вот и автобус приехал. Отдохнув неделю на Южно-Китайском море, туристы из Башкортостана собираются домой. Вот только самолет авиакомпания «Ир Аэро» за ними не прилетел. Сотни человек разместили в отеле недалеко от аэропорта города Хайкоу. При этом никакой информации о дате и времени вылета не предоставили. Я надеюсь, что это не есть начало всех наших приключений, нашего отпуска. Я надеюсь, что самолет не будет нас долго здесь задерживать. И в отеле мы не будем долго. Вместо экскурсии и пляжного отдыха они следили за новостями из России и ждали, когда же туроператоры и авиакомпания «Ир Аэро» разрешат финансовые споры. Цена вопроса почти $2,5 миллиона США, которая, по заявлениям перевозчика, им задолжала «Жемчужная река». Всегда помните, что ответственность за ваш отдых лежит только на ваших плечах. Поэтому всегда сами проверяйте туроператора, у которого вы покупаете тур, проверяйте отель, в который вы будете заселяться, читайте отзывы. Тревожные новости начали поступать еще в ноябре. Тогда 300 туристов из Челябинска развезли по отелям, которые они не бронировали. Турфирмы Уфы с осторожностью продавали туры на Хайнань от оператора-новичка. То есть мы их предупреждаем, мы их ведем до последнего, мы предлагаем альтернативы. Уже одна заявка аннулирована, без фактических понесенных затрат уже написано заявление, а остальные туристы ждут вылета некоторые, то есть кто-то надеется на чудо.
После долгих ожиданий туристов из Башкортостана оповестили: скоро вы полетите домой. Но в аэропорту вновь пришлось столкнуться с трудностями. Нашлось много желающих, которые хотят вылететь из Китая, но не зарегистрированы были на рейс. Из-за этого началась путаница, и рейс наш задержали. Желающих попасть на борт самолета, летящего в Россию, было намного больше, чем посадочных мест. Регистрация на рейс авиакомпании Air Aero из Хайко в Уфу, по словам пассажиров, была похожа на полосу препятствий. Дорога домой была это целым испытанием. Началось от того, что у нас автобус по пути в аэропорт сломался. Нам, ладно, поменяли автобус, мы приехали, прождали 5 часов на регистрацию. Зарегистрировались с драками, с хаями, ну ладно, зарегистрировались. 4 часа представители авиакомпании разбирались, кто из туристов летит в Уфу, а кто останется в Поднебесной. Шли разбирательства по поводу списков. Московских посадили, почему-то что-то там. Лишних 9 человек посадили. Потом они не хотели выходить сразу. Пока их уговорили, вот 4 часа прошло. В общей сложности рейс из Хайко в Уфу был задержан на 50 часов 30 минут. Сам полет продолжался чуть более 8 часов. Одним словом, дорога домой была долгой и нелегкой. Еще больше не повезло иногородним. Несколько десятков туристов из Москвы, Ростова и других городов были вынуждены лететь домой из Уфы за свой счет. У нас нет информации четкой. Говорили, что будет как-то организация перелетов в Москву, но точной информации нет. Отпуск, конечно, очень непередаваемый. Это просто слов нету, поэтому будем пробовать судиться, будем пробовать вернуть деньги, ну а как еще? Что делать? Поэтому других вариантов нет. Известно, что авиакомпания Air Aero продолжит вывозить туристов из Поднебесной. Объема страховых фондов в размере 10 миллионов рублей едва ли хватит, чтобы вернуть деньги всем, уже купившим путевки. Так что туристам, кто успел отдохнуть в Китае, прилетел домой, можно сказать, еще повезло, несмотря на все трудности. Мы старались сохранять спокойствие, чтобы ребеночек не переживал. И вроде бы нам это удалось. Самое главное, что мы дома. Руслан Батыргареев, Азат Самирханов, Булат Закирьянов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. Сейчас о новостях экономики. С 1 января в стране повысят минимальный размер оплаты труда. Депутаты Госдумы утвердили увеличение МРОТ на 117 рублей. В итоге минимальная зарплата с уровня в 11 163 рубля возрастает до 11 280. Подробнее об этом и других новостях экономики расскажет мой коллега Равиль Ватолин. Равиль, здравствуй. У нас, насколько я понимаю, к минималке добавляют еще и 15% уральского коэффициента. Верно? Да, Азат, здравствуй, ты абсолютно прав. В Башкортостане, как и в ряде других регионов, к зарплате прибавляют уральские. В итоге с 15% надбавкой с нового года жители республики не должны получать меньше 12 972 рублей. Гострудинспекция напоминает, что если гражданин, работая полный рабочий день, будет получать меньше указанной суммы, это повод для того, чтобы обратиться в инспекцию и наказать нерадивого работодателя. Сейчас об инвестициях. В Бурзянском районе появится солнечная электростанция за 800 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе традиционного инвестчаса, который провел Ради Хабиров. Район остро нуждается в наращивании энергомощностей. Сейчас здесь нет резервных станций, из-за чего нередко случаются отключения света. Ввести солнечную электростанцию планируют в конце следующего года. Она обеспечит током социальные, а также туристические объекты. Также на инвестчасе представили проект нового животноводческого комплекса на 5000 голов КРС в Калтасинском районе. Предприниматели планируют производить не только мясо, но и молоко, а также твердые сыры. Сейчас еще новости из официальной хроники. Ради Хабиров поручил пересмотреть плату за вывоз и утилизацию мусора. В ходе еженедельной оперативки правительства руководитель региона отметил, те тарифы, которые сегодня предлагаются жителям в качестве основных, слишком высоки. По прогнозным тарифам, которые начнут действовать с 1 января, каждый житель многоэтажки должен будет платить за вывоз отходов 130 рублей в месяц. Для частных домовладений этот платеж составит 185 рублей с человека. Ради Хабиров отметил, что такой тариф неподъемный для населения, его срочно нужно пересмотреть с существенным понижением. Продолжая тему ЖКХ, жители республики значительно нарастили долги за коммуналку. С начала года население Башкортостана задолжало ресурсоснабжающим организациям свыше 4 миллиардов рублей.
Основная часть неоплат приходится за тепло. По этой строке долг превысил 3 миллиарда рублей. Энергетикам граждане недоплатили 1 100 000 000. Оставшаяся часть пришлась на газовиков и водоканалы. При этом ресурсники активно стали ограничивать подачу своих услуг. Так, за 10 месяцев от света, газа и воды отрезали 134 тысячи собственников квартир. Ну и о главном напитке на новогоднем столе. Производители шампанского попросили Минфин поднять минимальную цену на бутылку игристого. Если предложение примут, со следующего года ее стоимость может составить 202 рубля вместо прежних 164. Свою просьбу производители мотивируют тем, что в стране с 1 января поднимается на 2% НДС, плюс цену на шампанское не поднимали с 2016 года. Но вот эксперты алкогольного рынка уверены, на столь существенный рост Минфин не решится. Максимум цену увеличат на 20 рублей. В итоге бутылка игристого будет стоить 180-185 рублей. Ну вот о новостях экономики пока все. Азат. Спасибо, Равиль. Теперь о культурных событиях. На днях в Уфе состоялась премьера обновленного спектакля «Урал-Батыр». Постановкой занимался режиссер из Якутии Андрей Борисов. Здесь же на сцене Башкирского драматического был объявлен год театра. Так чего же ждать поклонникам этого искусства в новом сезоне? Смотрите в нашем сюжете. Урал-Батыр на арабском. Участники международного конкурса сказителей читают наизусть башкирский эпос. Розанна еще в младших классах выучила 1000 слов кубаира на 4 языках. Моя тетя изучает арабский язык, и она мне предложила выучить на арабском языке. Тяжеловато было учить, потому что незнакомый язык и незнакомые слова для меня было сложно. Но так я сама перевод знала, потому что мы переводили с учителем, чтобы вникнуть. Именно с премьеры «Урал-Батыр» в Башдраме стартовал год театра в республике. Режиссер спектакля – народный артист России Андрей Борисов. Национальный эпос обыграл 3D-декорациями. Это абсолютно новая трактовка уже полюбившегося всем произведения. Для Башдрама год театра ознаменован сразу несколькими юбилеями. И столетие театра, столетие Мустаи Карима и, конечно же, столетие нашей республики. То есть наши премьеры, наши спектакли, наши события будут посвящены этим большим датам. Будущий год в России объявлен театральным. Такой указ подписал Владимир Путин. Много событий планируется на творческих площадках. Так, во Владивостоке стартует так называемый всероссийский театральный марафон. Актеры одного города поедут с постановками к соседям. Гастроли будут идти весь год. 85 регионов примут в нем участие, в том числе и Башкортостан. Республика же еще примет международный фестиваль и отметит юбилей поэта Мустая Карима. Фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык», международный фестиваль, на который приезжают гости из разных регионов России, зарубежья. Также мы планируем провести в Уфе декадник, театральный декадник, который будет посвящен столетию Мустая Карима. Премьерные показы и творческие встречи прошли на всех культурных площадках республики. Артисты Кукольного презентовали постановку в камерном стиле, а в детской филармонии готовятся к премьере мюзикла. Артисты совсем юные, но в роли вживаются по-взрослому. Ходить надо было в чувства, надо ходить в тот персонаж, который играешь ты. После, конечно, долгих тренировок это все-таки помогло. Постановка огромного большого мюзикла с привлечением уже всех коллективов Уфимской детской филармонии. Работа будет длиться, наверное, около года. Мы ставим большой 2-часовой мюзикл «Мэри Поппинс». В молодежном театре на этой неделе показали спектакль «Любовь и ненависть» по одноименному роману Зайнаб Биишевой. Реализован он на средства гранта в 2,5 миллиона рублей. Еще 1 миллион театр получил на покупку оборудования. Это большая акция, которая позволяет театрам действительно и снарядить полностью оборудование театра, и в то же самое время ставить вот такие интересные спектакли. В республике 12 профессиональных театров и больше 2000 народных коллективов. За их творчеством наблюдают около 1 миллиона зрителей в год. Артисты театров говорят, что зритель для них все. И в новом сезоне обещают удивлять новыми постановками и неожиданными решениями. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов. Итоги недели.
И в заключение о спорте. Сегодня в столице Башкортостана разыграны первые комплекты медалей российско-китайских молодежных зимних игр. Республике доверено проведение международного форума, который впервые принимает Россия. В пользу Уфы сыграло наличие всех спортивных объектов в черте города. И к нам приехали порядка 500 гостей. Спортсмены не старше 16 лет выступают в нескольких видах. Подробнее в обзоре наших спортивных журналистов. Китайский дракон в сочетании с мелодией курая. Российско-китайские игры начались с увлекательного шоу, в котором органично переплелись башкирские мотивы, восточные традиции и русское народное творчество. Ведь главная цель проведения этих соревнований – укрепление дружбы между двумя великими нациями. С каждым разом у нас количество видов спорта, которые мы проводим в рамках игр, увеличивается. Сейчас мы, возможно, будем рассматривать расширение формата. Участников российско-китайских игр в официальном письме поприветствовал президент России Владимир Путин. Спортсмены двух стран, а также судьи принесли торжественные клятвы. Ваши спортивные объекты оставили у меня глубокие впечатления. Они все очень удобно расположены, недалеко от центра города. Это очень удобно для детей и юношей, занимающихся спортом. Первые награды российско-китайских молодежных зимних игр были разыграны в лыжных гонках. И первой победительницей стала россиянка-именинница. Диана Алексеева 16 декабря отпраздновала свой 17-й день рождения. Но не за праздничным столом, а на уфимской лыжне. Диана еще и открывала соревнования. В гонке на 5 километров ей достался первый номер. В итоге результат, показанный спортсменкой из Удмуртии, на финише так и остался лучшим. Победа стала хорошим подарком на день рождения. Второй финишировала Яна Блинова, третий китаянка Тунь Жень. Последние годы у меня всегда день рождения совпадает с каким-либо стартом. Это очень интересно, мне нравится. Ну, расскажите, как сегодняшняя гонка прошла? Такая морозная погода, утро. Морозная погода – это очень здорово. Мне всегда нравится бегать примерно в температуру минус 10 градусов. Мне очень понравилось, лыжи катили хорошо. Спасибо сервисменам. Юноши преодолевали дистанцию вдвое длиннее – 10 километров. Весь пьедестал почета оккупировали россияне. Сегодня на горнолыжной трассе Уфимской спортшколы в параллельном слалом-гиганте разыграли 3 комплекта наград. Сборная России завоевала 7 медалей, а в копилке у гостей из Поднебесной – 2. В параллельном слаломе первыми стартовали мужчины. Представитель Уфимской спортшколы Кирилл Петь на склоне уверенно проходил дистанцию и в квалификации занял 5-е место. Отобрался в четвертьфинал, но вот завоевать медаль не удалось. В борьбе за 3-е место во время спуска допустил 2 ошибки. Наш спортсмен на российско-китайских играх остановился в шаге от подиума. Чтобы выиграть, должно совпасть очень много моментов, и, видимо, какие-то из них не совпали. По итогам соревнований среди мужчин лучшим стал российский сноубордист Степан Наумов, а вот у девушек не было равных Софьи Надыршиной. В командном параллельном слаломе на 1-й и 2-й строчке расположились спортсмены сборной России. Замкнули тройку призеров гости из Китая. Фигуристы только начали борьбу за награды. Сегодня юноши и девушки продемонстрировали свое мастерство в короткой программе танцевального и одиночного катания. Уже завтра выйдут на лед с произвольной программой. Российские фигуристы заняли лидирующие позиции как в танцах на льду, так и среди одиночников. Таковы результаты после короткой программы. В танцах на льду лидируют пара Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. В одиночном катании среди мужчин Андрей Мазалев, у девушек Виктория Васильева. Я переволновалась, поэтому не считаю свое выступление хорошим. Могло бы быть лучше. А в целом российско-китайские игры мне нравятся. Спортсмены из России хорошие конкуренты. Нам нужно чуть-чуть подтянуться. Завтра соревнования продолжатся. Определятся победители среди девушек в одиночном катании. Также вступят в борьбу пары в произвольной программе. Вот такие комплекты наград разыгрывают здесь, в Уфе, на российско-китайских зимних молодежных играх. Но пока ни одной медали хозяевам заработать в соревнованиях по шорт-треку не удалось. Однако состязания только начинаются, впереди еще 2 дня. В соревновательную программу шорт-трека вошли 4 дисциплины. Российско-китайские игры – это своего рода подготовительный этап. Через 1,5 года будут проводиться в Швейцарии. Это будут 3-е юношеские Олимпийские игры. В программу игр включен шорт-трек. И мы постарались сделать эту программу проведения соревнований именно с точки зрения, с прицелом на эти соревнования.
в том числе и смешанная эстафета. Один из самых драматичных забегов в шорт-треке на 1500 метров. В полуфинале россияне немного перестарались. Валентин Кобызев касанием выбил из выгодной позиции китайского спортсмена. За это был дисквалифицирован. В итоге в финале уфимец Оскар Абдрахимов остался один, что фатально для шорт-трека, в котором тактическая борьба играет колоссальную роль. Оказать сопротивление не получилось. В такие минуты особенно помогает поддержка родных. На трибунах мама Оскара Абдрахимова и маленькая сестра Риана. 4 года назад в семье приняли решение мальчика заниматься шорт-треком. Шорт-треком он начал заниматься в 2014 году, после того, как проходила у нас Олимпиада, то есть непосредственно у нас в России. И он посмотрел, ему понравился этот вид спорта, и он сам решил туда перейти. А так мы занимались хоккеем. И даже если бы он не перешел в хоккей, может быть, Оскар все равно выступил бы на этих играх в хоккее. Противостояние России и Китая в этом виде завершилось прогнозируемо. Даже дружеская замена китайского вратаря на российского голкипера Платона Задорожного не спасла хоккеистов из Поднебесной от поражения. 14 шайб так и остались безответными. Тяжело с такой командой играть, тяжело перестроиться, потому что команда слабая, и они подстраиваются под соперника. Наша главная цель – получить опыт, повысить уровень команды, чтобы через 2 года принять участие в Олимпийских играх. И, пожалуй, в этом и есть главный смысл противостояния двух стран. Россияне – признанные лидеры в хоккее. Китайцы – безоговорочные фавориты в шорт-треке, но уступают в лыжных дисциплинах. Практически на равных выступают в фигурном катании. Сегодняшние 16-летние участники российско-китайских игр – это потенциальные кандидаты в олимпийские сборные своих стран. Такой была эта неделя. Я желаю вам всего самого доброго и берегите себя.